Все мы знаем, что прошлый год, 2020, был объявлен годом волонтеров нашим президентом. Год начался у нас с открытия года волонтеров. Был открыт, как положено, работа началась вести. Затем у нас были различные мероприятия именно по волонтерству. Потом, конечно, в стране случилось такое положение, у нас было чрезвычайное положение именно в марте месяце. Мы, конечно, к этому не были готовы. Это было так неожиданно. Да, мы слышали, что были видео, всякие слухи, что такая пандемия там в других странах начинается, но до нас это еще тогда не дошло. А когда нас это уже, как бы сказать, коснулось, нам было, как бы сказать, для нас неожиданно это было. Но невзирая на это все, молодежь начала наша работать активно, и даже во время пандемии у нас действительно, как бы сказать, была проведена немаленькая работа. Просто не маленькая, да. Огромная работа. Молодежь, рискуя своим здоровьем, несмотря ни на что, не стояли в стороне и, собравшись все вместе, решили хоть чем-то помочь. Именно тому населению, социально уязвимому, населению, кто остался без работы, кто пожилым людям, одиноким, потом матерям-одиночкам, которым было очень... тем, кто нуждался, в помощи, мы небольшую помощь, но оказали. Все, я думаю, все это делали мы не ради какой-то выгоды или еще что-то, а просто это человеческий фактор, наверное, такой, чтобы как бы сказать, не остаться в стороне и помочь своей стране. Да, ближнему. Поэтому таким именно образом мы показываем нашей молодежи то, что в каждом человеке должно быть именно, они должны проявлять уважение, как сочувствие, да, и также учились быть добрее друг к другу. Ну, из всех, получается, акций и проведенных мероприятий, то, что мы проводили в год молодежи, самое такое запоминающееся, это было, когда мы развозили продуктовые наборы, корзины, именно медицинским работникам, которые относились к социально уязвимым семьям. Я считаю, они как бы герои, потому что они месяцами, годами, да, имеется в виду, да, не появлялись дома, не видели свою семью, да, рисковали своим здоровьем. Я считаю, это большое, как сказать, это большое дело, да, и поэтому я не знаю, как объяснить это еще. Это благодарность им за их работу. Хамида, дұрыс айтасыз. Қазіргі біздің халық арасында және бүкіл әлемде дәрігерлер, олар осы халық арасындағы қаһармандар. Бізде, мен волонтер ретінде, біз жастар бірігіп, команда ретінде осы әлеуметтік жағдайы төмен 50 дәрігер отбасыларына көмектестік. Және де осы қаһармандардың арттарында қалмай, біз жастар басқа да әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмектесіп жатырмыз. Бізде осы 2021 жылға көптеген күрделі жобалар мен пландар бар. Біз оларға жастар бірігіп жұмыста атқарып жатырмыз. Және де осы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмектесу барысында бізге халық арасынан көптеген жастар бізге командаға келіп қосылған болады. Олар да өз үлестерін қосып, олар да көмектесті. Біз осы Нұрсұлтан Назарбаев Абишұлы айтқандай, Қазақстан елі осы жастардың қолында. Біз жастар бірігіп, патриоттық сезіммен осы елге қызмет етеміз. Және де біз басқа да халыққа осы орыс, қазақ, дүнген бөлмей, оларға көмектескіміз керек та. Себебі біз бір халықпыз, бір шаңырақтың астында тұрамыз. Менің ойымша, халықтың және де жастардың қуаты білімі мен білігінде және патриоттығында. Я думаю, на этом мы не останавливаемся, потому что наша волонтерская деятельность будет продолжаться. И в этом году у нас есть план работы на этот год. И
Я думаю, и в дальнейшем мы будем также заниматься волонтерской деятельностью, оказывать помощь не только, допустим, социально уязвимым семьям, потому что я считаю, волонтеры должны заниматься не только благотворительностью, но и многими другими вещами.